Септік жалғау, шығыс септік, исходный падеж. Исходный падеж отвечает на вопросы «кайдан», «неден», «кымнен», «откуда», «от кого», «из чего». Варианты окончаний «нанен», «данден», «тантен». Обратите внимание, если в вопросах «кайдан», «неден», «кымнен» убрать корни «хай» или «не» или «кым», то остаются варианты окончаний «дан», «ден», «нен». То есть по вопросам этого падежа можно определить, какие будут окончания. Кайдан, неден, кымнен, данден, тантен, нанен. Варианты окончания. Нанен присоединяется после третьего лица притяжательной формы и букв М, Н, М. Третье лицо притяжательной формы – это тёльдек жалгау. Он, допустим, ее или его будет стоять перед существительным по смыслу. Далее, данден присоединяется после гласных и букв Р, Л и краткое У. Тантен после глухих и звонких Б, В, Г, Д. Мысалы, из дома үйден, из школы мектептен, из риса күріштен, от его сестры. Здесь как раз третье лицо притяжательной формы. Сперва нужно сказать его сестра оның апасы, а далее оның апасынан. Из города қаладан. Теперь давайте рассмотрим примеры предложений. Я пришла из дома. Мен үйден келдім. Они приехали из города. Откуда из города? Олар қаладан келді. Дом построен из кирпича. Из чего из кирпича? Үй кірпіштен салынды. Назар аударыңыз. Бывают случаи, когда этот падеж используется нестандартно. Например, я купила хлеб в магазине. Очень многие переводят как «мен дүкенден алдым». Где? В магазине, то есть через сжатый септик. Если вы так скажете, вас поймут, но правильно все-таки использовать здесь шығыс септик. Мен дүкеннен алдым. Как будто бы я из магазина хлеб купила, по смыслу. Я купила квартиру в Кустанае. Здесь также часто говорят Кустанай «да», а правильно должно быть через шығыс септик. Мен Кустанайдан пәтер алдым. Еще один пример. Я боюсь собаку. Здесь часто переводят кого что собаку, табыс септик, а на самом деле здесь также шығыс. Мен иттен қорқамын. Я боюсь собаку. Как будто бы от собаки боюсь, то есть исходит опасность от собаки, исходный падеж. Я боюсь начальника. Мен бастықтан қорқамын. Еще один пример. Я покушала дома. Мен үйден тамақ іштім. Хотя многие говорят үйде, да? Но правильно будет үйден. Я поела в столовой. Здесь также можно сказать асханада, а правильно будет мен асханадан тамақ іштім. Я поела в столовой. Мен асханадан тамақ іштім.